Сегодня тема нашей сегодняшней лекции будет посвящена климатическим изменениям, которые происходят в глобальном масштабе, и тем динамики климата, которые происходят последние 2-3 десятилетия на территории Абхазии. Тема климатических изменений и их последствий, она является актуальной последние несколько десятков лет. Причем в мире до недавнего времени существовало два представления. Одни специалисты говорили, включая и Всемирную метеорологическую организацию, экспертов, что никакого климатического изменения, никакого потепления не существует, что все идет как обычно. Но то, что касается, скажем, этого процесса, возникает вопрос, какие признаки говорят о том, что существует глобальное потепление. И с чем это связано? Во-первых, многие ученые связывают глобальное потепление с деятельностью человека, с поступлением углекислого газа, концентрацией углекислого газа в атмосферу, и что необходимо сократить выбросы концентрации углекислого газа в атмосфере. Но известные ученые, такие как Котляков Владимир Михайлович, академик, директор Института географии, Матишов Геннадий Григорьевич, академик, директор Центра Южного научного центра, и многие другие известные ученые, они глубоко знают вопрос этот, поэтому не делают никогда категоричных выводов, и они однозначно говорят, что потепление, которое сейчас происходит, оно не связано с выбросами углекислого газа, а основным фактором, определяющим это потепление, является мировой океан. Все процессы переноса, тепломассопереноса на земном шаре осуществляются океаническими течениями. Это теплые течения Гольфстрим, и холодные течения Лабрадорское и так далее. Они определяют тепло и массоперенос в атмосфере. Погода, например, у нас и на европейской части России, она формируется в районе Атлантического океана, Азорский архипелаг, так называемый. Все процессы, которые приносят осадки, они формируются и исходят из Атлантики. Поэтому, естественно, Солнце, конечно, является источником тепла на планете нашей, но в изменении климата, связанные с потеплением, похолоданием и так далее, Солнце не играет, в принципе, особой роли. Потому что изменения солнечного излучения, солнечной радиации, они во временном масштабе очень мизерные, маленькие. И поэтому влияния особого они оказать не могут. Первый вопрос, который возникает, какие же признаки
говорят о том, что имеет место быть глобальное потепление. Вот на графике, значит, на одном рисунок 2, здесь изображено изменение, во-первых, площади полярных льдов, которые фиксируются обычно сентябрем месяцем. Они показывают, что площади полярных льдов, особенно в Северном Ледовитом океане, они уменьшились примерно на 40% за последние 2 десятка лет. Далее, значит, граница снежного покрова, весеннего снежного покрова, граница, площади, вернее, они тоже существенно уменьшаются за последние 20 лет. В то же время величина теплосодержания верхнего слоя океана, она существенно возрастает с 1970 года. И также уровень моря и уровень океана, или уровень моря в нашем случае, тоже имеет существенную величину возрастания, начиная с 1960-х годов. И примерно его уровень, повышение уровня составляет 3,5-4 мм в год. И эта величина достаточно высокая. За 100 лет это 30-40 сантиметров уровень моря. Это существенное повышение, но оно идет и продолжается. Таким образом, кроме того, что вот я сказал, это признаки, которые связаны с глобальным потеплением. Кроме того, уже 150 лет имеется сеть метеорологических станций, мировая сеть. И на этой сети непрерывно измеряется температура. В данном случае мы говорим о потеплении, поэтому измеряется температура. И по этим данным только ленивый, извините, может не понять, что действительно происходит повышение температуры. За 140 лет последних глобальная температура повысилась на 0,8 градуса. Это величина существенная. По нашей территории, по территории нашей республики, повышение за последние 30 лет оно составляет порядка 2 градусов. Причем, если в мировом масштабе температура повышается за счет зимних условий, в зимний период, то у нас, к сожалению, температура повышается в летний и осенний период. Происходит смещение временных сроков сезонов. То есть, вот скажем, сейчас июнь месяц у нас, да? Но июнь месяц холоднее по температурным данным, по данным температуры морской воды, чем сентябрь. Сентябрь у нас действительно чисто летний месяц. И таким образом происходит смещение сезонов. Это в результате нагревания. И действительно, то, что касается наших исследований, у нас, к сожалению, до событий, связанных с войной 1992-1993 годов, было 34 станции, метеостанции на территории Абхазии, которые регулярно выдавали информацию, измеряли там и так далее. Но после этих известных событий нам удалось сохранить
непрерывный ряд измерений только на одной станции. Она сейчас находится на территории Сухумского маяка. Это станция, которая принадлежит Институту экологии. Она действительно не прерывала непрерывные наблюдения за последние более чем 100 лет проводится и по нынешнее время. Мы нашли возможность дополнительно поставить автоматизированные системы современные, которые меряют в непрерывном режиме практически эти величины, характеризующие метеоэлементы. Но возникает вопрос, все-таки каковы основные факторы, которые оказывают влияние на потепление? Ну, потепление, оно связано с так называемым парниковым эффектом, который заключается в том, что, если говорить проще, солнечные лучи, проходя через атмосферу, они коротковолновый спектр, они фактически не поглощаются газами, атмосферными газами, не поглощаются, они свободно проходят. Но они поглощаются, если имеется облачность, если имеются аэрозольные какие-то засорения, концентрация аэрозолей, которые отражают. И второй фактор, который влияет на температуру, это обратное отражение тепловое земной поверхности воды и суши. Оно, поглощая солнечную энергию коротковолновую, начинает излучать тепловое инфракрасное излучение. А вот это излучение как раз поглощается уже газами атмосферы, в том числе углекислым газом хорошо поглощается, метаном хорошо поглощается. Но лучше всего оно поглощается водяным паром. С повышением температуры количество водяного пара, естественно, за счет увеличения испарения увеличивается в атмосфере. И связь между температурой и количеством водяного пара, она почти линейная. Чем выше температура, тем выше концентрация водяного пара. А между повышением концентрации углекислого газа, который наблюдается последние, скажем, 50-60 лет, очень значительно, процентов на 40 концентрация углекислого газа повысилась. Но в этом можно сказать, что однозначного вины человечества в этом нету. Это происходит за счет естественных процессов. И эти естественные процессы связаны, опять же, с мировым океаном и с морями. Дело в том, что 98% углекислого газа растворено в мировом океане, а в атмосфере находится всего 0,04% по объему углекислого газа. И он, как только начинает увеличиваться концентрация углекислого газа в атмосфере, зеленые растения начинают его более интенсивно поглощать, фотосинтез происходит, и мировой океан тоже поглощает. Зимой, когда температура отрицательная, океан очень активно поглощает углекислый газ. А летом, когда температура повышается, углекислый газ начинает выделяться из океана тоже. И вот эти масштабы, если мировой масштаб взять, 4/5 поверхности Земли покрыта водами океана. Эта вся площадь, она начинает таким образом дышать, или поглощать, или выделять углекислый газ.
Так вот, объемы выделения и поглощения углекислого газа естественным способом, они в сотни, а то и в тысячи раз превышают все антропогенные выделения углекислого газа. Мы, если даже сожжем все топливо органическое, которое добывается в мире в течение года, все равно мы не достигнем того объема выделения обмена углекислого газа, который существует естественным путем. Существует такой баланс, очень тонкий баланс концентрации, регулирования концентрации углекислого газа морским океаном. Но здесь возникает вопрос такой, вот изменение солнечного излучения, его, ну вы знаете, солнечная активность имеет 11-летний цикл, за этот период, значит, наступают максимумы, потом минимумы. Ну вот, начиная с 70-х годов, солнечная активность понижается. Вот рисунок 3, значит, здесь видно, что солнечная активность понижается, а температура в это время глобальная возрастает и серьезным образом возрастает. Этот график однозначно свидетельствует о том, что солнечное излучение не имеет влияния на вот этот процесс повышения температуры за последние полвека. Таким образом, значит, мы приходим к выводу, что имеет место быть глобальное потепление. Оно характеризуется рядом признаков, о которых я говорил выше, и систематическим глобальным повышением температуры. Я хочу сказать, что у нас на территории Абхазии максимальная температура годовая, среднегодовая максимальная температура наблюдалась в 2010 году. И она составляла 18,4 градуса. В 60-е годы эта цифра, она составляла, в 60-е и 90-е, это общепринятый стандарт, среднеклиматическая температура по сравнению с, скажем, с этими среднеклиматическими данными, это на примерно 4 градуса выше. Это не просто максимально, это среднегодовая температура, это осредненная температура, это очень большая величина. Я хочу сказать, что, конечно, глобальная температура за это время выросла на 0,8 градуса, глобальная, средняя глобальная температура. Во времена, когда существовали динозавры, активно размножались на планете Земля, глобальная температура была на 5 градусов выше нынешней, на 5 градусов. Поэтому, что значит у нас глобальная температура повысилась на 4 градуса, можете себе представить. Это, если брать в пример, значит, Абхазию, то мы уже должны были приближаться по климату к динозавру. Теперь, значит, что можно сказать, что я, значит, немножко остановился на том, что, опять же, углекислый газ, хотя этот вопрос достаточно политизирован, вы помните и знаете, вот
Грета Тунберг, есть такая защитница природы, девочка, которая понятия не имеет, что такое парниковый эффект, но она, значит, очень активно защищает, что стоит, почему вы не выполняете Киотское соглашение, к правительствам обращаясь, и почему, значит, выбросы в атмосферу продолжаются. Но специалисты, эксперты в этой области могут успокоить Грету Тунберг тем, что если даже в течение ближайших 10 лет вообще не будет выбрасываться углекислый газ в атмосферу человеком, абсолютно ничего не изменится, не станет холоднее, не станет меньше, значит, температура, понижение температуры. Ничего этого не произойдет. Но несмотря на это, бывший вице-президент Соединенных Штатов Альберт Гор, пугая, значит, население планеты, как говорят это специалисты, если политик хочет что-то продвинуть, свою какую-то идею, нужно навести панику. Вот это было в 2006 году, значит, он выступлением написал книжку, там фильм выпустил про то, что если мы не прекратим выбрасывать углекислый газ, то в ближайшие десятилетия нас ждет всемирный потоп, значит, там земля разверзнется, там будут катастрофы великие. Но он напугал действительно народ, ему дали Нобелевскую премию, при этом не имея ни одной публикации в области климата, в области каких-то эффектов возникающих, Нобелевский лауреат. И потом, значит, после того, ученые раскритиковали эту всю, извините, ахинею, и показали, что человечество, хоть оно будет сжигать, не будет сжигать органическое топливо и так далее, не в состоянии оказать влияние на глобальный климат на данном этапе. На все, что он угодно может оказывать, но на климат человек не может оказывать никакого влияния, что бы он ни делал, что бы он ни сжигал. Потому что исследования, проведенные по изучению ледяных кернов в Антарктиде и в Гренландии за длительный период, в том числе и миллионы лет, показали, что абсолютно независимо от деятельности человека температура менялась в очень широких пределах. Как я сказал, что были времена, когда на земном шаре была очень высокая температура, везде было тропики, ледяных шапок не было, ничего не было, но тем не менее жизнь продолжала процветать. Вот. Ну и как интересно, вот сейчас ледники Антарктиды тают достаточно сильно. Но вы можете этого не бояться. Если вот такими темпами, как сейчас, чтобы растаяли ледники Антарктиды, нужно 100 лет как минимум. 100 лет, чтобы было так. Поэтому на наш век с вами угрозы такого таяния ледников и затопления не ожидается. Это раз. Второе, значит, вот керны, исследование кернов показало, что
наблюдалось сильное похолодание было 20 тысяч лет тому назад, 20 тысяч лет тому назад. Но люди являются свидетелями, что и в XVII веке тоже были сильные похолодания, когда замерзала Темза, когда на Сене, это Парижская река, на коньках катались. В России, значит, в августе уже выпадал, ложился снег. То есть это было примерно в XVII веке. Но имело место, конечно, вот такие суровые зимы. Но, тем не менее, это 20 тысяч лет назад никакой промышленности не было, автомобилей не было, ничего не жгли, были только природные там пожары какие-то, что-нибудь такое. Поэтому, а с тех пор начала температура существенно возрастать, и уже только 200 лет тому назад где-то, значит, температура вышла на определенный уровень, таким образом, что мы находимся в конце теплого периода, так называемого. Если взять временное пространство, если рассматривать эти изменения во временном пространстве хотя бы 100-тысячелетнем, то мы с вами находимся в ледниковом периоде. А если брать более такой масштаб, скажем, сотни лет и так далее, мы находимся в периоде окончания теплого такого периода. То есть дальше должно быть похолодание. Оно, в принципе, подтверждается тем, что похолодание имеет место последние, по крайней мере, 20 лет. Последние 20 лет идет температура, и глобальная температура. Это не везде. На севере, значит, в арктических широтах там продолжается вот это. А вот, скажем, ближе к умеренным широтам уже прекращается вот это так называемое глобальное потепление. Это несмотря на то, что человек продолжает сжигать, продолжает поступать углекислый газ, при всем при этом наступает период похолодания. Вот, поэтому однозначно ясно, что повышение температуры не связано с деятельностью человека. Изменение климата не связано с деятельностью человека. Оно связано с деятельностью, с прозрачностью атмосферы, во-первых. Второе, с поглощением инфракрасного излучения от земной поверхности газами атмосферы. И наиболее сильным газом, который определяет температуру в атмосфере, является водяной пар. Он, по крайней мере, по концентрации в 30 раз превышает концентрацию углекислого газа, составляет 95% от объема всех парниковых газов. И действие его на порядок, по крайней мере, в 5-10 раз превышает эффективность действия других газов. Поэтому отслеживать надо, как ведет себя водяной пар. А водяной пар откуда берется? Опять же, с Мирового океана, с моря. И
температура океана, она среднегодовая теплее, чем на суше. Экстремальные температуры, они гораздо находятся в более узком интервале. Теплые течения Курасива, Гольфстрим и так далее, они переносят тепло с экватора на север и определяют погоду. К примеру, если, скажем, температура течения Гольфстрим поменяется на полградуса хотя бы, то понизится, то в Европе будут, а тем более в Сибири, в Европе примерно на 10 градусов понизится температура, а в Сибири на 20-30 градусов понизится температура. Вот какое влияние оказывает океан на климат. Мы перейдем к особенностям температурного режима уже нашей родной Абхазии. Что происходит здесь? Ну, ясно, что Абхазия находится, это влажные субтропики, значит, вы знаете, но она по своему географическому положению находится в очень удобной с точки зрения сохранения постоянства климата условиях. С одной стороны, теплое Черное море не дает, значит, охладиться воздуху, который, кстати, проникает с Сибири, с северо-востока и с северо-запада со стороны Арктики. Но циркуляция воздушных масс устроена так, что в летний период обычно с юго-запада теплые массы стремятся на север, а зимой, наоборот, с севера на юг стремятся холодные массы, приносят холод. Поэтому, значит, с одной стороны, от жары и сильного повышения температуры со стороны юга мы защищены Черным морем. Его температура не бывает выше 30 градусов поверхностного слоя. И поэтому у нас тоже в прибрежной части Абхазии чрезвычайно редко бывает температура выше 30 градусов. Но исключения некоторые бывают, но об этом поговорим попозже. Но вот в связи с глобальным потеплением, значит, у нас характерным является вот рисунок 8 здесь. На рисунке 8 показано изменение среднегодовой температуры. Среднегодовая температура у нас росла, по сравнению с 1994 годом выросла на 2 градуса примерно. В 2010 году она достигала 18,4 градуса, после чего, если помните, в апреле 2010 года произошло извержение вулкана исландского вулкана с очень трудно называемым названием. И после этого в 2011 году температура на весь год понизилась примерно на 3,5 градуса. То есть 2011 год за последние 20 лет был самым холодным. И дальше снова начала восстанавливаться эта температура, но в настоящее время мы находимся в районе 16, среднегодовая температура в районе 16 с копейками, 16,5 примерно градусов. То есть температура не достигает 2010 года. Вот. Это как раз влияние вулканов на температуру. Дело в том, что интересно,
в мире, несмотря на многочисленность метеорологов, климатологов там и так далее, говорят, многие теории выдвигают, ни одной работы, посвященной влиянию вот этого вулканического извержения на климат, на погоду, вы не найдете, кроме наших работ, которые мы выполняем здесь. Ни одной работы нету. А мы сумели доказать, что вот эти вулканы Эль-Чичон в Мексике, где Мексика, где мы, Пинатуба на Филиппинах в 1991 году, и вот этот Исландия в 2010 году, они оказали влияние на температуру, среднегодовую температуру в Абхазии. И мы показали, на сколько градусов, значит, при извержении вулкана Эль-Чичон понизилась температура. Во всех 3 случаях произошло понижение температуры в год, последующий за извержение. И показали механизм, стали разбираться детально и показали механизм, что воздействие оказывает вулканическая тефра, которая достигает стратосферы. В тропосфере, это до 10 километров высоты, вот этот пепел, который не давал неделями вылетать самолетом в Европе, он оседает в течение 2 недель. Его осадки вымывают начисто. Вот. А что там в осадках творится, Асида Константиновна лучше всех знает. Она в этом деле докторскую будет защищать. Вот. Я имею в виду, что впервые нами было рассмотрено и показано, как меняется температура в год, значит, извержения вулканов, без влияния вулканов, как она меняется сама по себе, то есть фоновые значения, и в годы после начала влияния этого извержения. И таким образом показали, что действительно оказывает влияние, но в годы извержения практически ничего серьезного не происходит, кроме того, что температура начинает повышаться в зимний период. Это в год извержения. Почему это происходит? Это надо выяснить нашим аспирантам, научным работникам и так далее, почему это происходит. Но мы это показали, что как меняется температура. А через год, значит, температура сильно понизилась, среднегодовая на 3,5 градуса. И особенно низкое понижение температуры наблюдается ранней весной и осенью, в октябре, в ноябре месяце. Зимой она тоже, опять же, в этот год повышается. И тут же мы показали, что начиная с 2011 года, вот рисунок 9, да, кривая, сглаженная 5-летняя кривая по распределению температуры, она пошла вниз. И мы констатируем, что начиная с 2011 года идет процесс относительного похолодания у нас на территории. Более того, мы показали, что вот эти влияния этих вулканов, они присутствуют везде. Мы взяли данные по территории Ставропольского края, где климат резко континентальный. У нас морской климат, средиземноморский, а там резко континентальный. И мы показали, во-первых, абсолютную синхронность годовых температур и абсолютную синхронность от влияния вулканов на понижение температуры в этих. Это тоже явилось
серьезным открытием, на которое почему-то мало кто обращает внимание. И последнее, что мне хочется сказать. Мы тоже в результате исследования многочисленных метеорологических данных по разным городам, разным районам, мы установили, во-первых, что влажность атмосферного воздуха играет очень важную роль в процессах повышения или понижения температуры. Значит, ход этой влажности устроен так, что абсолютная влажность полностью синхронизирована с температурой, а вот относительная влажность, значит, она минимум имеет летом, в августе, в июле, в сентябре, максимум имеет в мае и в октябре-ноябре. И показали вот график синхронный. График синхронности, это начиная с 1999 года по нынешнее время, два графика. График, значит, хода температуры и хода абсолютной влажности. Графики, корреляция между ними составляет 0,85-0,9, что однозначно свидетельствует о том, что температура, это среднегодовая температура, среднегодовая абсолютная влажность являются функционально зависимыми друг от друга. Это еще раз подтверждает, что температура контролируется влажностью, и, соответственно, влажность тоже контролируется температурой. Это очень важное заключение в подтверждении того, что вот эти все процессы происходят за счет именно влажности. Ну и в заключение мне хочется сказать несколько слов о том, какова дальнейшая судьба климата на территории Абхазии и что именно происходит, какие изменения и на что нам нужно будет рассчитывать. Ну, во-первых, еще несколько лет, может, лет 5, может, 10, климат не будет сильно меняться. Вот, не будет он сильно меняться. То есть, особенно я имею в виду для территории Абхазии. Море нам не даст повысить температуру, как бы там ни было, что ни было, выше 35-36 градусов. Кстати, рекордная температура – это для прибрежной зоны. За все время наших наблюдений составляет 37 градусов. 37 градусов. Вот в эти дни, особенно жаркие, вот 7-8 июня, да, максимальная температура была 35,7 и 35,8 градусов. Это является рекордом для июня месяца. До этого в июне месяце больше 34,5 температура не поднималась. Это максимально имеется в виду. А вот мы имеем рекорд. Но здесь, что интересно, такие случаи, когда максимальная температура июня наблюдалась не в июле, не в августе, а максимально наблюдалась в июне. Когда это происходит, чаще всего в июле и августе не бывает сильно жарко. То есть, если максимум температуры происходит на июнь, то в июле и в августе температура не бывает рекордно теплой. Это вот одно можно сказать. Теперь, значит, чем чревато вот все-таки
хотя меньше всего вот эти температурные изменения оказывают влияние на климат Абхазии, поскольку, я сказал, он достаточно устойчив. С одной стороны море, с другой стороны горы высокие, защищающие нас от сильных холодных ветров северных. Несмотря на это, значит, происходит определенное и нежелательные, значит, явления. Оно связано с тем, что усиливается энергетика, соответственно, усиливаются периоды засухи, когда в течение недели, а то и двух, вот мы с Асидой Константиновной знаем, что были периоды, когда в течение месяца не выпадало ничего. Это уже серьезная атмосферная засуха. В июле, в августе вообще, несмотря на то, что в Абхазии в общей сложности изобилие осадков, но из-за того, что они неравномерно распределены, а летние осадки носят ливневой характер, который сразу образует паводки, не успея просачиваться в землю, они стали чаще происходить, особенно в июле месяце, когда невозможно перейти дорогу. Вот это минус. Теперь вот это повышение температуры, оно привело к тому, что уменьшились зимние осадки. То есть вы видите, что у нас вообще снега нету зимой, который вот 3 года подряд. А в горах-то тоже нету снега, особенно, мало его очень. А малоснежная зима чревата тем, что у нас Ингур-ГЭС, который выдает энергию, он не будет работать в зимний период, а тот запас снега, который там образовался, он быстренько в июне стает, и летом мы опять будем без света. Это очень серьезный фактор, который вот связан с прогревом климата. Дальше, значит, пожары, лесные пожары. Кто помнит? Я не помню, старожилы, чтобы в Абхазии лесные пожары происходили. А сейчас каждый год, я уже не говорю, там в Сибири все горит, там в Испании, в Америке там все горит. У нас фактически, и у нас, и на побережье, в восточном побережье Черного моря, в Сочи, тоже самое происходит ежегодно лесные пожары. И еще один фактор, который является таким, с повышением температуры происходит изменение ареала распространения вредителей. Они начинают севернее кочевать. Те, которые никогда в жизни в Абхазии не были, они приходят сюда, начинают размножаться, наносить колоссальный ущерб. То же самое происходит и с микробами, с микроорганизмами. То есть те микробы, микроорганизмы, которых мы ни сном, ни духом не знали, они тоже активизируются с повышением температуры. Ну, вот, пожалуй, все. Если будут какие-то вопросы. Энвар Белич, спасибо за плодотворную, интересную лекцию. Я думаю, что данная информация, она полезна будет в первую очередь для студентов и аспирантов. Вот что касается опасных природных явлений, которые участились в связи с наблюдающимися на глобальном уровне климатических изменений, в частности, это и появление атмосферных засух, это шквалы и так далее. Вот в пределах нашей республики, то, что мы действительно наблюдаем за последние 2 десятка лет, как вы считаете, возможно ли их прогнозировать с целью минимизации ущерба, который они наносят в первую очередь экономике нашей республики? Ну,
Я думаю, что, конечно, можно, но для этого нужно очень хорошо, тонко изучить. Эти процессы, они носят региональный характер. И какие-то исследования, проведенные, скажем, в тех же Европе, Америке там и так далее, они напрямую для нас неприменимы. Используя те методы, надо провести детальное исследование. Во-первых, можно составлять тенденцию этих опасных явлений вот с использованием современных методов статистики. Можно выделить, как часто и насколько энергетически сильные эти процессы происходят по территории Абхазии, скажем. Эта работа очень тяжелая в связи с тем, что у нас вот сеть ограничена, и по всей территории Абхазии, особенно в горных местах, нам не очень-то удается эксплуатировать вот эти автоматизированные системы, которые фиксируют. И надо разобраться в особенностях физики образования этих шквалов. Но буквально в прошлом, позапрошлом году мы были свидетелями большого ущерба от этих шквалов, от падения эвкалиптов и прочих. Действительно большой ущерб был. Но, к счастью, в этом году пронесло нас, в этом году. Но я думаю, что, во-первых, это вполне может быть и в июле месяце, когда идут очень сильные конвективные процессы. Вот. Поэтому надо проводить исследования современными методами. Поэтому нам нужна пытливая молодежь, которая будет заинтересована в получении этих знаний. Нам нужны молодые мыслящие аспиранты, студенты. И мы должны ими заниматься. И эти занятия должны носить такой характер. Сейчас молодежь обладает информацией гораздо больше, чем, скажем, я, даже будучи профессором, да? Потому что я в этом телефоне, максимум полчаса сижу в сутки. А многие молодые полчаса только отдыхают от телефона. Поэтому информации они имеют гораздо больше. И порой я ловлю себя на том, что я что-то объясняю, а ведь те, кому я говорю, они больше знают меня. Вот иногда такая вещь происходит. Мы с Асидой Константиновной написали книгу, она вышла в прошлом году, называется «Физическая экология атмосферы». Вот многие вещи, которые происходят здесь у нас в Абхазии, как меняется климат, какие осадки, а тем более здесь в конце приложен справочник. Значит, я вам хочу сказать, что начиная с 90-го года, это 30 лет, да? 30 лет никакой информации о метеорологических явлениях в Абхазии, кроме наших исследований, которые мы проводим, Институт экологии, Академия наша, не существует. И дело в том, что не каждый возьмется и начнет разыскивать статьи, в которых это опубликовано. А здесь монография, в которой, значит, систематизирована полная информация по 2019 год по данным, сколько осадков, чего, ветер откуда дует, куда дует, там и так далее, сколько дождей, температуры какие там. Это уникальная книга для работников сельского хозяйства, для службы энергетики и просто для любопытных людей, которые интересуются климатом и чего нас ожидает в будущем.